В прямом эфире телеканал «Якутия-24». Вы смотрите «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Всем миром телерадиомарафон в помощь пострадавшим от паводка состоялся. Насколько активно принял участие народ республики и какую сумму пожертвований удалось собрать благодаря вам, неравнодушным жителям? Разруха после урагана. В районах продолжаются восстановительные работы после сильных ветров, снесших все на своем пути. Репортаж из Алдана. Внимание, клещи! В Неренгринском районе люди пострадали от укусов клещей. Какова ситуация и статистика с этой проблемой в районе? И что советует населению Роспотребнадзор в качестве профилактики? 1500 вакансий от ведущих предприятий. В столице Алмазного края прошла ярмарка вакансий. Какую работу предлагали мирнинцам? Виноват ли бизнес, что люди пьют? В Ленске прошли очередные публичные слушания по вопросу торговли алкоголем. Споры идут между местной властью и предпринимателями. В чем проблема? Школа, вуз, предприятие. В Ленске прозвенел последний звонок для первого в Якутии Роснефть-класса. Что это за проект и каковы его перспективы? Национальная вещательная компания «Саха» сегодня организовала телерадиомарафон под названием «Всем миром» в поддержку пострадавших от паводка якутян. С 7 утра работу начали коллеги из радио ТТ. Далее к марафону подключились наши телеканалы «Якутия-24» и «Мамонт». Кроме того, вели прямую трансляцию с площади Ленина. Жители могли пожертвовать любую сумму, вложив в специальные урны, так и через СМС-сообщения. По последним данным, благодаря неравнодушному народу республики удалось собрать 8 миллионов 297 тысяч 856 рублей. Все эти деньги направлены на специальный счет Госкомобеспечения республики, где до марафона НВК «Саха» лежали порядка 5 миллионов рублей. Теперь миллионов уже более 13. Итоги подводит наш корреспондент Саргалана Федорова. Всем миром решено было помочь тем, кто пострадал от паводка в этом году. От стихии пострадало более 50 населенных пунктов. И сегодня в зоне потопления еще находятся 7 поселков. Тысячи якутян остались без крыши над головой и лишились имущества. Именно для них сегодня республика собрала средства. Каждый желающий помогает пострадавшим по мере своих сил и возможностей. На площади Ленина установили урну для сбора средств. Средства направят на восстановление жилья, объектов инфраструктуры и оказание адресной помощи в районах, пострадавших от паводка. С миру по нитке важна каждая копейка. Жительница Якутска Людмила Иванова глубоко переживает за тех, кто пострадал от паводка. Сегодня в свой день рождения специально сняла с книжки пенсию и приехала сюда. Сама с горного района, но считаю долгом помочь своим землякам. Я просто увидел нужду и все, и пожертвовал. Несла свою лепту 500 рублей. Думаю, хоть немного-то поможет. Надеюсь, что у нее дух крепкий и выдержит все невзгоды. Также средства можно перечислить на единый расчетный счет Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. В течение дня прошли прямые включения зулусов, затронутых стихией. Зрители узнали о масштабах бедствия и ходе восстановительных работ. Мне было довольно-таки страшно, да. Мы во время эвакуации в другую часть Ильдикана все-таки волновались за то, что нашего дома уже не будет. Мы приедем просто, у нас земля, руины. Когда ты понимаешь, что остался твой только двухэтажка, которая осталась сухая, и пролетает вертолет, ему некуда сесть, ты понимаешь, что это конец, тогда очень страшно, когда на тебя двигаются льдины. Страшно было, когда пошли льды.
Было страшно за детей, которые остались, были при мне в школе, когда в школьный двор, когда никогда не заходила вода, пошла вода, было страшно. Также студию телемарафона посетили гости, известные персоны, представители общественности, министерств и ведомств. Сегодня каждый, вне зависимости от места проживания, мог оказать посильную помощь путем СМС-связи. Прием сообщений завершился в 20:00. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Что касается ущерба от наводнения по всей республике, то на сегодня официальная предварительная сумма 1 миллиард 186 миллионов рублей. От удара стихии пострадали объекты тепловых сетей, водопроводы, объекты энергетики. Урон, нанесенный дорожной сети, внутрипоселковые, республиканские, муниципальные дороги, не говоря уже о дворах и домах жителей в целом ряде районов. Тем временем наводнение продолжает охватывать все больше территорий. Непростая ситуация сложилась в Верхнеколымском районе. Туда сегодня вылетела рабочая группа правительства. Глава Госкомобеспечения Юрий Зайцев сказал об этом на брифинге, добавив, что, возможно, в поселке Угольное будет развернут эвакопункт для пострадавших от паводка. Всего в зоне подтопления находятся 7 населенных пунктов в Якутии из 51 пострадавшего от паводка в этом году. Особый контроль возьмем, значит, это уже Нижнеколымский район. Колымская мы уже видим, что до критической отметки осталось порядка 50-70 сантиметров. Там надо наращивать блокировку, это однозначно. Второе, значит, это Абыйский, Верхоянский район. Вот Юрий Андреевич подсказывает, что все-таки северно-арктические районы, там еще зима, тайга только-только начинается. И, значит, какие факторы подтопления и затопления населенных пунктов будут, мы можем только предполагать. По последним данным, вода в Верхнеколымском районе продолжает прибывать. В поселке Зырянка накануне вечером уровень достиг 9 метров 40 сантиметров, при критической отметке 7 метров 70. Затоплены все дворовые территории. Жители расселены по родственникам и знакомым. А в Верхнеколымске уровень 9 метров 52 сантиметра, при критическом показателе 8,80. Затруднения в работе из-за паводка испытывают сразу 3 аэропорта. Один из них в Жиганске. Однако, как сообщили в пресс-службе аэропортов Севера, полеты все-таки пока выполняются. Серьезные хлопоты в эти дни городам и улусам Якутии доставляет ураганный ветер. По данным синоптиков, завтра днем в Оленёкском и Жиганском районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. А в Ленском, Мирнинском районах местами грозы. При этом ожидается также порывистый ветер до 19-24 метров в секунду. Жителям стоит сохранять бдительность. А в населенных пунктах, где ураганы уже пронеслись, на днях продолжаются восстановительные работы. К примеру, в Алданском районе скорость ветра бывало, что достигала 20 метров в секунду с понижением температуры до 0 градусов. Упали деревья, антенны, рухнули крыши. Это далеко не все последствия. Репортаж Татьяны Вахниной из Алдана. Поваленные деревья, упавшие щиты и антенны, сорванное листовое железо с крыш, обрушившийся на Южную Якутию ураганный шквалистый ветер повлек масштабные последствия. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, и все службы находились в режиме повышенной готовности. Тревога оказалась не ложной. Ожидали мы этого, в принципе, ожидали, просто не ожидали, что будет такое немалое количество отключений. Но в основном мы устояли, надо сказать, потому что отключения были только в основном, касалось 0,4. По 0,4, в принципе, немного отключений. В разы меньше, если бы это отключалась линия класса напряжения 110 или 35 киловольт. Погодные условия повлекли отключение электроэнергии. Вследствие сильного порывистого ветра произошли многочисленные обрывы линии электропередачи, а также падение опор. В результате аварий обесточенными оказались сотни домов.
скажем, целыми улицами, да, ну, допустим, фактически проблема одна, где-то опора завалилась, там еще что-то, поэтому в среднем, ну, около 30-40 отключений, но если в целом собрать заявок с города, то, конечно, будет больше. Оборванная в центре города линия электропередачи предположительно стала причиной пожара. Провод упал на прошлогоднюю траву. Моментально вспыхнули искры. Ветер способствовал распространению огня, и за считанные мгновения охваченная пламенем площадь увеличилась в несколько раз. Пожарные расчеты приехали через несколько минут после вызова, и огонь удалось потушить быстро. Позвонили и сказали: Ира, у тебя огород горит. Я сюда и прибежала. Тут рядом постройки, все, если вспыхнуло бы в такую погоду, то бы все сгорело. 30 мая без электричества оставались поселки Якокут и Ленинский, часть микрорайона Солнечного, а также несколько домов в Алдане. Ремонтно-восстановительные работы продолжались в течение дня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Борьбу в республике ведут и с лесными пожарами. В связи с объявленным в регионе трехмесячником пожарной безопасности все ответственные службы перешли в режим повышенной готовности. Это касается и авиационной лесоохраны. В случае ЧС у них на сборы всего 20 минут. За это время им необходимо успеть вооружиться и подготовить машины к вылету. За десантирование бойцов отвечают вертолеты Ми-8 и самолет Ан-2. В эти дни большая часть бойцов подразделения направились на помощь в тушении пожаров в Усть-Майский район. На данный момент у меня 26 человек, 18 из них находятся в Усть-Мае на тушении лесного пожара. Усть-Майского лесного пожара. Там сложный пожар на большой территории. В весеннее время пожар ликвидируется в течение 2-3 дней. В летний и осенний период уже время ликвидации пожаров увеличивается, соответственно, потому что почва прогорает до грунта, то есть до земли. В Ниренгринском районе люди пострадали от укусов клещей. Какова ситуация и статистика с этой проблемой в районе? И что советует населению Роспотребнадзор в качестве профилактики? Рассказывает Екатерина Павлова. Если сравнивать статистику, 2 года назад в Ниренгринском районе было зарегистрировано 64 случая укуса клещом. Вирус клещевого энцефалита был обнаружен в 10 клещах. В прошлом же году от укусов клещом в районе пострадало 26 человек. Основными местами, при посещении которых люди заметили у себя клещей, были трасса Нерюнгри-Тында, река Чульман и дачи в районе Нерюнгринской ГРЭС, Комарова и водохранилища. На сегодняшний день, на 31 мая, обратилось 5 жителей Ниренгринского района в связи с укусами клещей. Это 2 взрослых и 3 детей. Всем оказана медицинская помощь, клещ извлечен, поставлен гамма-глобулин, и эти люди под медицинским наблюдением. В настоящее время у нас открыт пункт приема клещей. Это у нас на Сосновой улице, дом 5, на 2-м этаже, куда можно принести извлеченного клеща. Все клещи отправляются в Якутскую вирусологическую лабораторию для исследования, энцефалитный клещ или нет. Роспотребнадзор призывает всех жителей района своевременно проводить профилактические мероприятия. Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. Своевременная прививка против клещевого энцефалита позволяет избежать серьезных последствий со стороны здоровья и даже жизни людей, потому что страдают в первую очередь центральная нервная система и двигательный аппарат. В зависимости от типа вакцины, от вида ее, производится вакцинация разными схемами. Та вакцина, которая на текущий момент имеется в наличии в лечебных учреждениях Энцевир, она позволяет вакцинировать следующей схемой. Первая постановка, потом через месяц и через год. Вторым, не менее важным вопросом по профилактике клещевого энцефалита является, конечно, проведение акарицидных обработок. На текущий момент такие обработки проводятся на будущих площадках летнего оздоровительного отдыха детей, территориях массового скопления людей, детских садах, парковых зонах. Ведется работа с управляющими компаниями по проведению обработок на территории придомовых зон, на территории всех населенных пунктов. При посещении лесопарковых зон необходимо помнить о дополнительных мерах профилактики, таких как форма одежды, так называемые противоэнцефалитные костюмы, использование репеллентов и обязательный осмотр всех открытых частей тела после выхода из парковой зоны. В случае нападения клеща и нахождения его на теле человека необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для оказания первичной профилактической медицинской помощи. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Зерновые хозяйства Чурапчинского и Татинского районов все еще не приступили к весеннему посеву. Основными причинами задержки посевных работ стал паводок и выпадение осадков.
Из-за климатических условий отставание также наблюдается и в Сунтарах, и в Алекминске. Несмотря на сложности в целом по региону, посевная кампания идет полным ходом. На сегодняшний день Вилюйский, Усть-Алданский и Намский районы полностью выполнили план по посеву зерновых. В этом году в республике план посевной площади составляет 49 тысяч гектаров, в том числе зерновых культур более 11 тысяч. Отставание плана есть в лусах, где были дожди, перевлажненность почвы, это пашень, и у них срок будет перенесен, соответственно, будет приниматься решение по целевому назначению этих посевов, ну и будем мониторить состояние посевов, те, которые посевы были посеяны позже, это в ходе вегетационного периода мы будем их определять, на какие цели. Посев активно начали в Ленском районе. В этом году 46 хозяйств высадят сельхозкультуры на площади более 1000 гектаров. Будут высажены картофель, овощи, открытого и закрытого грунта, кормовые культуры. Лидерами по объему производства традиционно называют Нюйский и Ярославский наследия. Там сосредоточено самое большое количество хозяйств. Они в числе первых начали высадку овощей. Садится картошка полным ходом, пашутся поля. И хозяйство Балаева высадили капусту уже. У них 10 гектар, поэтому они уже садят. Посмотрели по погоде, заморозков не ожидается, поэтому они уже и капусту садят. Завтра в нескольких районах Якутии и столицы начнется навигация маломерных судов. Судно спустят на воду в Нерынгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Татинском, Усть-Алданском, Тампонском, Намском, Кобяйском, Мирнинском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Верхнеколымском районах, также в Якутске и Жатае. Сейчас 1 минута рекламы. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. 1500 вакансий от ведущих предприятий. В столице Алмазного края прошла ярмарка вакансий. Какую работу предлагали мирнинцам? Виноват ли бизнес, что люди пьют? В Ленске прошли очередные слушания по вопросу торговли алкоголем. Споры идут между местной властью и предпринимателями. В чем проблема? Школа, вуз, предприятие. В Ленске прозвенел последний звонок для первого в Якутии Роснефть класса. Что это за проект и каковы его перспективы? Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем итоги дня. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев встретился с главным федеральным инспектором по республике Виктором Хохриным. Стороны обсудили вопросы преодоления последствий паводка и исполнения поручений президента страны. Рассмотрели и другие вопросы взаимодействия республиканских властей с главным федеральным инспектором по региону в решении задач социально-экономического развития республики. Одним из первых кадровых указов Айсена Николаева стало назначение экс-главы региона Егора Борисова государственным советником республики. Ну а что касается кадровых изменений в руководстве республики, то Николаев заявил, что состав правительства до сентября меняться не будет. Кадровые перестановки начались пока только в администрации главы правительства, но это в основном связано с тем, что у некоторых чиновников завершился контракт. Правительство хотя будет исполнять свои обязанности, точные кадровые изменения они будут в самом правительстве. Также я провел встречу с руководством администрации главы и правительства. Этот орган претерпит гораздо более существенные изменения, потому что, опять же, согласно закону, ряд руководителей администрации, у них напрямую срок служебных контрактов связан с сроком полномочий главы республики. И уход главы республики в отставку, он предусматривает то, что эти люди тоже уже практически уходят тоже в отставку.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов представил коллективу Агентства по развитию человеческого капитала нового руководителя. Им стал Сергей Ховрат. Он коренной дальневосточник, обладает опытом работы в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. С 2015 года он занимал должности министра имущественных отношений Амурской области. С 2013 по 2015 год руководил управлением Федеральной миграционной службы по Амурской области. К другим новостям. Алроса в мае продала алмазы специальных размеров на аукционе в Израиле, получив суммарную выручку от продаж в размере $14,5 миллионов. Всего на аукционе было продано 112 лотов ювелирного качества общей массой 1824 карата. В торгах приняли участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США и Арабских Эмиратов. До конца года в Израиле пройдут еще 3 аукциона. В столице Алмазного края прошла ярмарка вакансий. Участие приняли более 20 ведущих промышленных предприятий республики и Дальнего Востока. Какую работу предлагали мирнинцам? Репортаж Марианны Кутуковой. Жить и работать в Удачном. С таким лозунгом свои вакансии представил Удачнинский горно-обогатительный комбинат. Как сообщает работодатель, этот год для предприятия знаковый. Впереди масштабное расширение производства, которое требует новых работников. Фабрика номер 12 и рудник Удачный выходят на максимальную мощность. Стартует инвестиционный проект «Верхнемунская». Остро стоит нехватка сейчас водителей БелАЗ, 90 тонн, машинистов крана автомобильного КАТО и такие специальности, которые в горном производстве: электрослесари, слесари по ремонту оборудования. Очень много профессий на новом объекте у нас будут востребованы. Всего в ярмарке представили около 1500 вакансий. Участие приняли более 45 работодателей. Из них половина – ведущие промышленные предприятия Якутии и Дальнего Востока. Золото Селигдара, РНГ, Сургутнефтегаз, Якутскэнерго, Колмар, Алроса и вакансии других компаний вызвали колоссальный интерес у мирнинцев. За первые 2 часа работы было зарегистрировано 2230 обращений и 374 резюме в адрес работодателей. Главная цель ярмарки вакансий – это снижение напряженности на рынке труда в Мирнинском районе. Сегодня здесь насчитывают более 700 безработных. По словам соискателей, на статистику значительно повлияли авария на руднике «Мир» и плановые сокращения в компании «Алроса». Я работаю еще, пока продолжаю работать в автобазе Мирнинского ГОКа. В связи с сокращениями и переводом в другую организацию переводят на более ниже оплачиваемую должность, поэтому я не хочу переводить и ищу работу на стороне. Ярмарка вакансий такого масштаба в городе прошла впервые. Стоит отметить, что подходящую вакансию смогли подобрать не только мужчины, но и женщины. Для них был организован специальный блок с участием индивидуальных предпринимателей и госпредприятий. В стороне не осталась и молодежь. Представители мирнинских учебных заведений рассказали им о востребованных рабочих специальностях. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Проезд за наличные в маршрутных автобусах столицы с 1 июля будет стоить 30 рублей. При этом по транспортной карте цена от 16 до 23 рублей сохранится. Мы давно к этому шли, потому что собираемся перейти на безналичный расчет для прозрачности оборота денежных средств. И именно так объяснили решение в мэрии столицы. В России создадут реестр проблемных новостроек. Займутся программой Минстрой и госкорпорация Дом.рф. Реестр будет включать в себя паспорта долгостроев. Из базы данных также можно будет получить информацию о состоянии, сроках и вариантах завершения и сдачи объектов. Все сведения объединят на единой карте, чтобы инвестор мог кликнуть на объект и ознакомиться с ним. По данным Минстроя, за первый квартал текущего года статус проблемных получили 842 объекта, по которым оформлено более 80 тысяч договоров долевого участия. В Ленске прошли очередные публичные слушания по вопросу торговли алкоголем. Споры идут между местной властью и предпринимателями. В чем проблема, разбирался Сергей Евсюков.
Итогом первых слушаний стало решение о границах расположения магазинов, так называемая 300-метровая дистанция, в зоне которой запрещена торговля алкоголем. 300 метров мы утвердили перечень социальных объектов. Это наши сады, школы, спортзалы, больницы, радиус которых не должен превышать 300 метров. Но многие магазины так или иначе попадают в данную зону, поэтому на очередных слушаниях этот проект был отменен. Тем не менее, позиция района однозначна. Сокращение алкогольных торговых точек должно происходить. Это диктует прежде всего следующий фактор. Есть и такой индикатор, как смертность, да? То есть мы тоже со своей стороны не должны бездействовать и должны как-то реагировать на всю эту ситуацию. Но принимаемые районной властью меры затронули интересы бизнеса. Предприниматели не согласны с некоторыми решениями и считают, что рост алкоголизма населения не зависит напрямую от торговли. Я считаю, что никакое удаление и увеличение расстояния не решит вопросы алкоголизма, в котором нас несправедливо упрекают жители города. Это не решение вопроса. Решение вопроса – это решение социальных проблем. Это рабочие места, это культура, это спорт. Алкомагазины этого предприятия не попадают под санкции, но позиция принципиальная. Бизнес не виноват, что люди пьют, и готов объединиться с властью в решении совсем другой проблемы. Данная мера, конечно, нами категорически рассматривается категорически мы против, но в то же время мы понимаем, что суть проблемы не в том, что слишком много магазинов там, в каком-то районе города, а проблема в том, что у нас процветает и достаточно неплохо себя чувствует рынок контрафактного алкоголя. Вот в этом направлении мы готовы двигаться. Власть также намерена бороться с нелегальной торговлей. Сейчас мы будем искать пути, механизмы какие-то, либо будем взаимодействовать с полицией, с нашей, чтобы выходить на какие-то рейды. У власти и бизнеса есть общие интересы, но в ходе слушаний выяснилась и масса разногласий, поэтому общим собранием принято решение глубже исследовать этот вопрос. Сейчас тот проект, который мы вынесли, определение границ на 300 метров, сейчас мы его отклонили. Дали время и нам, и предпринимателям для анализа текущей ситуации до 1 января 2019 года, чтобы потом уже, исходя из этой ситуации, из анализа, сделать какие-то выводы определенные. Так что, возможно, с Нового года ситуация урегулируется. Власть и бизнес найдут решение, учитывающее интересы всех сторон. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. 1 июня с самого утра в Якутске начнутся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Маленьких будут ждать в парке культуры и отдыха, во Дворце детского творчества, в музее имени Ярославского, картинной галереи «Юргель» в Старом городе и на площади Орджоникидзе. Свои собственные программы подготовили и городские округа. В Ленске прозвенел последний звонок для первого в Якутии Роснефть-класса. 19 юношей и девушек успешно завершили образовательную программу с углубленным изучением математики, информатики, физики и химии. Учеба в Роснефть-классе – первая ступень программы непрерывного образования школа, вуз, предприятия нефтяной компании. Цель программы – подготовка местных специалистов, которые после окончания вузов придут работать в нефтегазодобывающую сферу. Торжественную линейку будущих нефтяников посетила съемочная группа наших коллег. Два года обучения по усложненной, совсем не школьной программе. И вот для ребят прозвучал последний звонок. 14 парней и 5 девушек. Первые в Якутии выпускники Роснефть-класса. Теперь на нефтегазодобывающем предприятии ждут, когда выпускники станут высококлассными специалистами востребованной отрасли. Если они поступили в вузы-партнеры, например, в Мирнинский политех, либо в другие вузы по стране именно партнеры, то мы отслеживаем, где они проходят практику, приглашаем их к себе на практику. И в дальнейшем, при наличии вакансий, мы их, конечно, трудоустраиваем к себе в приоритетном порядке. Программа у ребят действительно отличалась от стандартной школьной. Старшеклассники чувствовали себя почти студентами. Участвовали в научно-практических конференциях, региональных олимпиадах, корпоративных и профориентационных мероприятиях, тесурях нефтегазодобыча. Для них вели уроки преподаватели филиала Мирнинского политехнического института. Проходили встречи с молодыми специалистами и работниками предприятия.
Роснефть-класс стал для старшеклассников не только первым шагом на пути к будущей профессии. Здесь они получили дополнительные ресурсы для раскрытия своего потенциала, продолжения семейных трудовых династий. У меня все родственники, дедушка, дядя, отец, сестра двоюродная, они все в нефтяной сфере работают. И поэтому я посидел, подумал, а почему бы и не продолжить, так скажем, семейную династию. Вообще я не планировала поступать именно на нефть, газ, что-то связанное с этим. Но меня заинтересовало, я узнала больше информации об этом предложении и подумала, а почему бы не попробовать. Ну и, если честно, я не жалею о том, что попала в этот класс. Представители компании вручили выпускникам сертификаты об окончании специализированного класса. Впереди самое сложное – доказать свою ученическую квалификацию на экзаменах. Наши ребята молодцы, к экзамену готовы. Будем покорять. Работа в рамках программы «Школа-вуз-предприятие» продолжается. На следующий год Роснефть-классы заканчивают школьники в Ленске и в Мирном. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Таковы итоги дня. Смотрите телеканал «Якутия-24» и будьте в курсе.